В истории Абхазии есть, пожалуй, три периода, которые выделяются, и они как бы повторяют друг друга и перекликаются в том плане, что государственность и независимость были тесно связаны с вопросом об автокефалии Абхазской церкви. Такой первый период, насколько известно по историческим данным, это середина VIII века, когда был рукоположен первый, можно сказать, абхазский католикос архиепископ Иоанн, и центром была избрана Импицунда. И мы знаем, что в VIII веке возникло Абхазское царство, образовалось, которое просуществовало по разным данным до конца XI, некоторые считают до XIII века. И процессы эти шли параллельно. То есть всегда как бы церковь подкрепляла государственность. И наоборот. Вот. Эти были две составляющие, которые параллельно, в общем-то, существовали в этот период. Второй период – это 1917 год. Второй этап, можно сказать, примерно то же самое. Развал империи российской, неурядицы, начало гражданской войны, все это затянулось. Вопрос об автокефалии Абхазской церкви опять рассматривался, даже на уровне тогдашнего первого патриарха после восстановления патриархии как таковой, я имею в виду патриарха Тихона, и там рассматривался этот вопрос. И на съезде абхазского духовенства и мирян, прежде всего, был поставлен этот вопрос в 1917 году. Вопрос об автокефалии Абхазской церкви, но, к сожалению, не был оформлен этот процесс в силу определенных обстоятельств гражданской войны, советской власти и других сопутствующих вещей. Ну и, наконец, третий период, он относится к нашему времени. Этот период тоже затянулся, то есть мы частично признанное государство, независимое государство. Но здесь некоторое противоречие. С одной стороны, мы признаны как независимое государство, с другой стороны, в церковном отношении продолжаем оставаться как бы в лоне совершенно другой церкви и другого государства, да еще враждебного нам. Естественно, это не вписывается абсолютно не только и в политическое, но и духовное, и культурное, культурное отношение. Так что очень много возникает вопросов в этой связи. И как раз в периоды пассионарности это все происходит. То есть я хочу сказать, что это не впервые, не первый раз исторически все это было. Когда-то, допустим, и Абхазское царство, и государственность не были сразу признаны в древние времена, но признание пришло позднее, с оформлением и церкви, и государственности. Потом необходимо сохранить ту энергетику, которая есть в народе. И мы знаем, что 5 лет назад состоялось церковно-народное собрание. И сейчас, естественно, мы видим выход в том, чтобы на подобном собрании решать вопрос будущего не только Абхазской церкви, но и по большому счету независимого абхазского государства, которое будет в интересах всего многонационального населения нашей республики.